уже! Орнулар бар уже! Утро 28 апреля 2021 года. Водозабор Головной. Таджикские власти пытаются установить камеры видеонаблюдения на один из электрических столбов на предупреждение кыргызских пограничников и военнослужащих внутренних войск, которые охраняют этот объект, что этого делать категорически нельзя. Таджикские власти никак не реагируют. Затем здесь собираются уже местные жители, как граждане Кыргызстана, так и граждане Таджикистана, которые после словесной перепалки сразу начинают закидывать друг друга камнями. Затем со стороны Таджикистана звучат выстрелы. По словам очевидцев, стреляли из охотничьих ружей. 2 граждана Кыргызстана получают ранения. Их госпитализируют. В дело вмешиваются власти, которые начинают переговоры. Ближе к 8 часам вечера, когда начинается время разговения, люди расходятся. Все-таки священный месяц Рамадан, и почти все держат пост. Многие из жителей кыргызских сел, которые пришли и весь день защищали водозабор Головной, пока не догадываются, что завтрашний день, 29 апреля, для них станет последним. В этот же день власти страны вводят режим чрезвычайной ситуации в 3 селах Баткенской области Кыргызстана. Разия Усерова, глава села Кокташ. Ей, как и сотням ее односельчан, с конца 80-х годов еще прошлого столетия почти каждый год приходится в буквальном смысле воевать со своими соседями. Неопределенность государственных границ становится главной причиной бытовых конфликтов, нередко переходящих в настоящие уличные бои. И даже она удивилась, когда ранним утром 29 апреля, после восхода солнца, в ее селе раздались выстрелы, и это в священный месяц Рамадан. Ertemenen saat 3:30'da turup 29 günü. 3:30'da turdum dağın çaydı demde boza yeme sarılıkta. Çaydan da tamakta koyup men aytdım tarat alıp olayın namazga dep tarat alıp atsam ele atış başlandı. Şonu menen tınçıvadı anan çoңдорго чыгып топolon кылып күч organды тök вертолет менен босаям төккүлө Көкташ эле кыйрап калат. Atış bolu atat, devenem bakırı attım da. Действия властей Кыргызстана вполне ожидаемые. Уже сколько раз за эти годы, когда нападают жители Таджикистана, то кыргызстанцы отвечают их камнями и пытаются прорваться к ним. А кыргызские милиционеры, напротив, стараются их остановить. Так было и в это раннее утро. Дорога Ош-Исфана перекрыта. Это означает, что несколько сел Баткенского района и весь Лейлейский район Баткенской области Кыргызстана оказывается в блокаде. Ситуация знакомая. Обычно после недолгих переговоров дорога открывалась и движение возобновлялось. Но 29 апреля ситуация вышла из-под всякого контроля. Эртеменен 4:30 көчө боюнда ок атуу башталган. Андан кийин эле көчө боюн ар кайсыл жактан кыргыздын жарандары келе баштады. Көчө боюна Көкташ жери Көкташ айылына. Андан кийин Көкташта 200-300дөй адам болду. Анын жарымы именно могу Головной жакка тарап кетти. Головной жакка агып кетти. Бул жакка саат 1:30 чамаларында келди. Жергиликтүү калк автоунаалар менен келишти, жана маршруткалар менен келди. Келип туруп эле бул жакка түшүп, таш бараң болду камерага. Ближе к полудню часть тех, кто приехал в село Кокташ, направилась к водозабору Головной. Стоит отметить, что расстояние между ними всего лишь пара километров. И несмотря на то, что как кыргызские пограничники, так и военнослужащие внутренних войск всячески пытаются объяснить местным жителям, что пребывание здесь очень опасно, люди не расходятся. Напротив, их собралось около 200 человек. И в этот момент прозвучали выстрелы со стороны таджикских позиций. Сначала из охотничьих ружей, затем уже были применены как автоматы, так и ручные пулеметы. Когда начался обстрел из стрелкового оружия, те, кто здесь был, отошли вот сюда, вот в эту местность. И только после этого, когда их было видно как на ладони, в ход пошли минометы. И, к сожалению, вот только в этой канаве погибло 12 человек. Всего же 29 апреля возле водозабора Головной погибли 18 граждан Кыргызстана.
Сложно поверить на то, что таджикская сторона не знает о том, что применение минометов против явно невооруженных гражданских лиц вблизи невоенного объекта – это нарушение Конвенции Организации Объединенных Наций, принятой еще в далеком в 1979 году, а также протокола ООН о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств, принятых как в 1983, так и в 1996 году. Или же таджикская сторона просто игнорирует не только все международные нормы и соглашения, но и здравый смысл, так как до этого дня таджикская армия в приграничных конфликтах применяла минометы несколько раз, так в январе и июле 2014 года и в сентябре 2019 года. Это очень страшные кадры. Когда на тебя летит мина, и ты не знаешь, куда деться, и просто мечешься в поисках укрытия. Ведь в мине, которая летит на тебя, заложено до 400 граммов взрывчатки, и каждая из них имеет способность выброса до 600 осколков, любая из которых может убить человека, не говоря уже о радиусе действия этого оружия, которое доходит до 60 метров. Сколько было выпущено мин, никто не считал, просто было не до этого. Важно было одно – укрыть от смертельного огня безоружных граждан, но и в то же время не дать таджикским военным, а то, что после гражданских в сторону Кыргызстана из всех оружий начали вести огонь именно таджикские военные, и это было открытым нападением на территорию Кыргызстана, стало уже более чем очевидным. Булар алдын ала даярданып баштаган тажиктар бул Имамали Рахмонов келгенде эле жанагындай өзүнүн спецподразделениясы менен келген. Жана булар заставадан кеткен эмес, бир кара формачандар. Заставада жанында пост бар, ошол жерде болушкан. Булар да негизинен көбүнчө минометтер менен атышты. Основной негизи куралдары миномет болуп жатты булардыкы. В то же время таджикские военные начали обстрел ряда кыргызских пограничных застав, таких как Капчыгай, Минбулак, Достук, Коджогар и Булакбаши. То есть это практически все заставы, находящиеся по периметру кыргызско-таджикской границы, расположенные в Баткенском районе Баткенской области Кыргызстана. Булар минометтерди, топтук куралдарды, РПГларды, СПГларды, танкка каршы куралдарды орнотуп баштаган боюнча маалымат келип түштү. Ошол убакта биз бул жактан элдерге өзүбүздүн заставанын ичинде жашаган аялдарды, жаш балдарды коопсуз жакка которуу боюнча иш-чаралар жүргүзүп баштадык. Ошол убакта менин оң тарапта турган чек ара кызметтериме минометтук куралдар менен ок атылып баштаган боюнча баяндама келип баштады Бакай жергилигине. Ошо менен биргеликте эле чек ара заставага минометтуктан ок атылып түшүп баштады. Заставаны аткандан кийин оң жагы заставанын бет маңдайында турган мектепке, айыл өкмөттүн имаратына, бала бакчанын имаратына ок атуулар, минометтен ок атуулар түшүп баштады. Андан кийин автоматтар менен заставаны кардай айылды көздөй ок атуулар башталды. Биз ошол убакта чек ара тилкесинде турган өзүмдүн кызметтеримдин бүт бардыгына буйрук берип, куралдуу кол салуунун изин кайтарууга кириштик. Грубо говоря, таджикская армия и пограничники перешли в полномасштабное наступление на данном участке госграницы. Агрессору противостояли как кыргызские пограничники, так и бойцы внутренних войск, но сравнить их количество, как и вооружение, было просто невозможно. Против кыргызской страны применялось не только стрелковое оружие, но и боевая техника, и даже авиация. Но даже несмотря на это, малочисленный отряд специального назначения БРЮ, что переводится как «Волк» пограничных войск Кыргызстана, захватили таджикскую пограничную заставу Ходжало. Вот на этих кадрах видно, как кыргызские пограничники, отразив атаку, идут в контрнаступление против превосходящих сил таджикской армии. О том, что таджикская сторона заранее готовилась и применила не просто автоматы или пулеметы, а минометы и гранатометы, свидетельствует и вот этот подбитый БТР кыргызских пограничников. Мина, выпущенная прямой наводкой, попала в двигатель. Бронетранспортер загорелся. К счастью, экипаж сумел выбраться из машины. О том, что в 200 километрах от ее дома, что в селе Махсат Лелекского района, идет настоящая война, Турдыгуль Абдулкасымова не знала. Рассказывает, что 29 апреля она, как обычно, была на работе в детском саду. Дети были кто дома, кто в школе, а супруг выехал таксовать. Но ближе к полудню стали приходить тревожные новости. Детей отпустили по домам. Турдыгуль пришла домой, собрала документы, детей. Затем приехал муж, и все они вместе выехали в сторону села Достук. Ал жерге барсак, ал жерде эл тынч, бардыгы мындай. Эчтеке кабар жок болуп турушат.
Кейін 2 сааттан кейін кешкі тамақты баштадым. Мен не қылсам, бардық елдер машинасын өрлеп кетті. Мен дағын күйеуімді ошо машинамызға минуттан бара жатса, канал жақтан машина бұзылып қалды. Кейін пешком өрледік бір. Столбаға өрлеп барсақ, кейін арқадан шыққан спринтерлерге барып, балдармен чоғы минут барып, Маргүнге бардық. Барсақ ал жеріне жаш екен, мечітке алып барышты, 3-4 семьяны bir үй алып бізді қарашты. Когда возвратились, вместо своего дома увидели вот это пепелище. Дом, что было нажито за 20 лет, все было сожжено дотла. Всего же нападавшие сожгли 136 домов. То есть они не просто зашли в кыргызские села, а пришли сюда с оружием, из которого еще и стреляли. Это видно невооруженным глазом. На стенах домов отверстия от пуль и очень много осколков от различных снарядов, которые разбросаны повсюду. Еще одно подтверждение того, что здесь, в селе Махсат, применялось стрелковое огнестрельное оружие. Вот эти гильзы, которые разбросаны по этой улице. Вот, кстати, еще один. Вот он. Вот она. Это обычная, а это уже вот с красным дном трассирующая. 7,62 миллиметра. Гильза от патрона автомата Калашникова. Кроме домов местных жителей, нападению подверглись и 15 социальных объектов, один из которых – это школа в селе Махсат. Вот сюда залетела пуля. Не знаю, может быть от автомата Калашникова, может быть от пулемета ручного, но того, что она снесла часть стены и полетела вот в район обычной школьной доски. Кстати, это класс единственный, который сохранился в более или менее таком рабочем виде. Остальные все просто сгорели. Бұл 4-ші класстың класс еді. Бүт оформление болған, жасалғаланған. Мектептің іштеске берілгенеге 6 жыл болды. Жан құрылған мектеп болчу. Ал жерде пол класс еді. Бұл пол өрттөлгөн емес, уурдалған. Өрттөлгөндө мисалы эмелер қалыш керек еді. Оформлениелер жоқ. Бардығыны ортого алып тұрып күйгізіп таштаган да. Зачем нужно было обстреливать школу? Непонятно ни местным жителям, ни нам. То, что эта школа видно издалека и понятно даже слепому. Это учебный корпус, там спортивный зал, тут спортивная площадка. А вдруг, если бы там были бы дети или же те местные жители, которые бы попытались здесь укрыться. Но, к счастью, их там не было. А теперь снова факты, доказывающие, что это было целенаправленным, подготовленным нападением вооруженных сил Таджикистана на территорию Кыргызской республики. Вот здесь начинается, ну и, соответственно, заканчивается кыргызское село Махсат. И отсюда же открывается изумительный вид на другое кыргызское село Интернационал. Вот оно, где деревья, где дома. А вот внизу, между вот двумя кыргызскими территориями, расположилась республика Таджикистан. Вот оно. Внизу. И теперь самое интересное. Вот здесь местные жители обнаружили 19 позиций бойцов. Видимо, таджикской армии. Учитывая почему? Видимо, потому что вот очень сильно похоже на чехол от выстрела от РПГ. И почему таджикская армия? Видимо, бойцы не только наблюдали за вот этими домами, кыргызской заставой, главной дорогой и вообще за территорией Кыргызстана, но еще и питались, тут еще и консервы валяются. А вот и подтверждение моим словам. Узнаете местность? Вот неработающая заправка под названием Анарбаята. А вот указатель села Махсат. А это пикапы с таджикскими флагами. А вот за спиной бойца виден один из тех самых клеенчатых чехлов для выстрела к ручному противотанковому гранатомету. А теперь давайте познакомимся с этим грузным человеком в кепке и в армейской толстовке цвета хаки, который руками что-то объясняет, показывает. Вот он что-то говорит снайперу. Видимо, показывает расположение кыргызской пограничной заставы в селе Интернационал. Указывает ориентиры и говорит, куда нужно стрелять. Знакомьтесь, это генерал-майор МВД Таджикистана Мухаммадзода Хуршет Иззатулло, кадровый военный, бывший командир ОМОН Таджикистана, имеет правительственные награды, в том числе и орден.
В 2015 году стал начальником главного координационного штаба спецподразделений, командир ОМОН МВД Республики Таджикистан. Последний раз о нем писали в ноябре 2018 года, когда он в уличной ссоре ранил из травматического пистолета 2 жителей города Харок. Вот такого уличного бойца с генеральскими лампасами, видимо, и прислали, чтобы он захватил кыргызское село Махсат. Кстати, все это снимается на вполне качественную видеокамеру, и, судя по кадрам, снимает его оператор-профессионал. Видимо, таджикские военные были уверены, что они здесь останутся надолго. Жительница села Арка-2 Фируза Аманова потеряла все, что приносило их семье ежедневный доход. Маленькую лавку и небольшую столовую. Спасти не удалось ничего. Так сказать, те, кто уничтожил эти магазины, заправочные станции, ларьки, в общем, все коммерческие объекты, была очень проста. Сначала сюда вошли военные, которые начали стрелять, тем самым отгоняя мирных жителей наверх, в горы. Затем уже вошли лица в гражданской одежде, которые начали грабить и поджигать все это добро. Кстати, их очень много, около 18 заправочных станций и я не знаю, сколько магазинов. И, кстати, самое интересное, все это они снимали на свои мобильные устройства. Итог этого безумства очень печален. Кыргызстан потерял 36 своих граждан. Среди погибших 13-летняя жительница села Интернационал Мадина Абдулова, которая мечтала стать врачом, но погибла от разрыва прилетевшей мины. И маленький, и очень смышленный Абдин Турсумбаев. Ему было всего-то 5 лет. Почему они погибли? А ведь могли жить и радоваться каждому дню. И знают ли, а главное, думают ли об этом те, кто дал приказ стрелять в своих соседей, веками живущих бок о бок? Навряд ли. Наверное, не думают. Ведь они точно не умеют думать и не умеют помнить, как всего-то 24 года назад именно жители сожженных сегодня сел Махсат, Арка, Интернационал, Кокташ, Достук, Аксай приютили тысячи граждан Таджикистана, отдавая им свой кров, и делились последним своим хлебом, когда у тех на родине шла гражданская война. Сейчас на кыргызско-таджикской границе спокойно. Стороны согласились и вывели свои войска вглубь своей территории. Жизнь идет своим чередом. Власти Кыргызстана пообещали восстановить разрушенные дома. А вот настроение у людей теперь другое. Дом культуры села Арка сегодня как настоящий реабилитационный центр для тех, кто пострадал морально. И только за сегодняшний день сюда пришло около 300 сельчан. И все они в депрессивном состоянии. Люди, они встревожены, они вот находятся в таком напряжении, знаете, потому что непонятно, что будет дальше. Не просто там депрессия, да, им грустно, или там они какие-то психомоторные возбуждения, нет. Просто люди боятся. Они не знают, что, допустим, сегодня утром они встали, а вечером опять начнется что-то. Не знаю, да, как все. Может быть, их сейчас не затронули, а в следующий раз они попадут под огонь. Вот это прям острое вот ощущение тревожности. Прям в воздухе витает. Но жить нужно, как нужно поднимать детей, восстанавливать свои сожженные дома, а главное снова восстанавливать отношения. Ведь границы тут, как и человеческие судьбы, переплетены. Многие имеют родственников по обе стороны границы, не говоря уже о деловых или иных отношениях, и каждый день они видят друг друга. И еще раз для тех, кто не понимает, что такое кыргызско-таджикская граница. Я сейчас стою на кыргызской территории, а эта трасса, которая называется Канемадан-Худжент, является стратегической и международной. А вот за этим мостом уже Таджикистан, и здесь нет никаких постов. А их здесь и не было. Люди спокойно перемещались по этой дороге. И никто друг другу не мешал, пока в дело не вмешались политики и дали приказ стрелять. И ничего странного в том, что кыргызам, беспокоясь, звонят их таджикские друзья и знакомые нет. Buram yaxshi, hozir sal ellar spokойно bo'lib qoldi. Xurshid. Spokойно bo'ldimi? Sizlarda qanday bo'ldi sizlarda?
Ошама жол yaxshi. Nima deb gap bizdan nima deydi u qirg'izlar nima deydi tojiklar? Ya yo'q narsa gap yo'q вообще. Gap yo'qmi? Bu qirg'izlar shunaqa bo'ldi bu demadimi? Ne bu xalq to'yishda ko'z hammasi xalqi bu zindagi bu Qirg'iziston vayko ama vayko nima ama korpor ish pish hamacha mujiko Ha, конечно. Eğer onun artık janjal bulmaydı ya kumana şundan bir marta mı şöyle bile bu xalq vinovat bulmaydı ya hoş bu. Ha, to'g'ri, biz ham tushunib turibmiz, xalq vinovat emas, bu yuqoridan bo'ldi o'xshaydi. Учитывая интересы местных жителей, обозначить и закрепить границы. Вот главное, что сегодня необходимо для того, чтобы ситуация не повторилась. А еще все-таки нужно укрепить армию, ведь в таких войнах победителей нет, а есть только слезы и смерть простых людей.